Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что решил загаданный вами мужчина? Вот его решение относительно вас и ваших отношений. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и загадайте на себя. И также мысленно задайте вопрос, что он решил, каково его решение. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, решил установить парус. Серьезное решение. Стрелка вверх, крыша дома, тройка, двойка, бык. Какой интересный у вас мужчина. Мои хорошие девушки, у вас был с ним разговор. Может быть, ссора даже произошла. Может, просто разговор был, да, серьезный разговор, где вы его задели за живое. Да так задели, что он бедный, аж как дыхание перехватило и под ложечкой засосало. Он долго прям обдумывал эти слова, то, что вы ему сказали, на себя и так примерял. И такой говорит: нет, это не про меня, я не такой, я хороший, я добрый. Вот зацепили вы его каким-то словом, а может, несколькими словами. И он прям как ошпаренный ходил и думал, да как так, да как она обо мне такое думает, да почему она такое думает, я не такой, я хороший. Очень похоже, кстати, что вы в ссоре, либо отношения натянутые. Может быть, отношения, где нет как развития, да, и каждый вот в свою сторону смотрит. Если у вас в жизни все замечательно, все хорошо, у вас отношения органично развиваются, это не ваша отсыпка. Здесь отсыпка именно для тех, кто в ссоре, либо у кого напряжение в отношениях, вот именно для вас. Потому что у мужчины, извините, земля под ногами горит. И в голове у него все горит от ваших слов. Что-то вы ему такое сказали, и теперь он весь полыхает и такой: я докажу, что я другой, я докажу, что я хороший. Он быка показывает, говорит: я бык. То есть бык — это сильный человек, характерный, волевой, который может всего добиться. Да? Он хочет вам доказать, что он именно такой. Хозяйственный, домовитый, ответственный. Да? Ему хочется это вам доказать. Также я вижу, что вы на самом деле в этих отношениях стержень. Вот в паре вы именно стержень, на котором держатся эти отношения. Я даже больше скажу, скорее всего, и мужчина держится за вас. Потому что если вас нет, либо вы куда-то отворачиваетесь, у него действительно какое-то шаткое положение. Его начинает штормить во все стороны. И он просто не понимает, что ему дальше делать, куда бежать, как выжить, да, как день прожить. Вот не может он без вас, просто не может. Даже если он вам говорит обратное, что ты типа женщина, а я мужик, и все от меня зависит, он говорит неправду. Это не так. В ваших отношениях именно вы стержень. И ему сейчас вот действительно как воздуха не хватает. Он пытается вдохнуть полной грудью, а раз и не получается. И не получается, потому что вы от него отвернулись. Потому что стержня нет, не на что опираться, понимаете? Раньше вы там верили ему, вы его поддерживали раньше, да? Но он это воспринимал, как будто бы это он сам. А теперь вас нет, и ему очень-очень плохо. Загаданный вами мужчина решил доказать, что он мужик. Он решил доказать, что он что-то может, на что-то способен, что он бык, да? По природе своей большой и страшный зверь. Парус надувает, пытается что-то предпринять, чтобы показать вам, да, вот предоставить доказательства. Смотри, я могу много денег заработать, смотри, я могу, там, не знаю, что, ипотеку взять, я могу подарок тебе купить, я могу и то, и сё, и на отдых тебя повезти. Вот он бегает, он где-то бегает, с какими-то людьми общается, не иначе как деньги у кого-то одалживает. Ну, либо пытается найти помощника, союзника в том, чтобы вам доказать, что он крутой.
Буквально, вот чем он занимается сейчас, он ищет ключ к вам. Ищет ключ. Когда вы были ему открыты, он вообще на это не обращал внимания. Он вообще об этом не заботился. Он заботился только лишь о себе. Ему было максимально хорошо и комфортно в отношениях, которые он вам предложил, но вас эти отношения не устраивали, вы их переросли. Вы хотите нормального, полноценного, взрослого мужчину рядом с собой, а не вот этого перекати поля, ну, либо мамину черешенку, да. Вы хотите серьезного мужчину, и вы, скорее всего, ему об этом сказали. И вот тут его, да, обожгло. Ну, потому что он в себе-то уверен, он считает, что он завидный жених, да, что он там прям и крут, и могуч, и гоняет стаи туч, а тут нет. Вы ему такой, значит, неприятный сюрприз устроили. Он решил, что вы еще пожалеете. Он решил, что он вам все докажет, и что вы еще будете сами за ним бегать. Но, судя по отсыпке, я этого не вижу. У него там все пустое идет. Потому что когда вас нет, и удачи нет. Вы ему удачу приносили. А может, вы своими советами открывали ему дорогу к удаче. А тут вот такое, да, вы отвернулись, вы перестали общаться, вы ушли, и стержень пропал, да, не за что держаться, в подвешенном состоянии, либо как этот шарик, который воздухом надут, газом, да, и он вот туда-сюда, ветер его кидает, и он в шоке просто от того, как изменилась его жизнь. Видите, тут и ботиночки приготовил, начистил, чтобы вам показывать свои достижения. Но достижений пока нет. Я хочу взять карты, я хочу понять, как он к вам на самом деле относится. Я вижу, что ему очень выгодные отношения с вами. Но в каком плане? В каком плане? Что вы его содержали, либо то, что вы его поддерживали, давали ему удачу. Что, в чем его выгода? Как он на самом деле к вам относится? Но без вас он как рыбка, которую выбросила на берег, да? Ничего не может, воздух, не хватает ему воздуха. У него, кстати, голова очень сильно последние дни болит. Для чего вы ему нужны? Ну, я же говорила, что вы его стержень, да? Вы его дом, вы его сердце. Вы его выводили раньше из проблем. То есть, да, скорее всего, та удача, которую я вижу, это то, что вы давали ему очень хорошие, качественные советы, которыми он пользовался, но почему-то это все себе приписывал. Вы его спасали, вы его вытягивали. Благодаря вам он становился лучшей версией себя. И с вами у него было будущее. У него были серьезные намерения в вашу сторону, но он их как-то несерьезно реализовывал. Да? Либо эти намерения не совсем входили в круг ваших интересов. Вы хотели другого. Вы его стержень. Хорошо. Поймет ли этот мужчина, что ему нужно сделать? Поймет ли, как вас вернуть? Поймет ли, как правильно выстраивать отношения? Поймет ли он? Ну, конечно, мыши. Поймет, но не сразу. На это потребуется девочке время. Время, причем достаточно долго. Ему очень сложно бороться со своими вредными привычками, да, вредными привычками, как жить, вот как он привык жить. Какие-то у него лживые идеалы в голове. Плюс он смотрит на каких-то людей, которые, прям совсем очень хорошие люди. И он ими, скорее всего, восхищается и думает, что так и надо. Может, знаете, какие-то мужчины, которые женщин не уважают, не ценят. Может, на них он смотрит, что у него отец такой был, и он вырос в такой атмосфере. И для него это база. Но тут сложный путь на самом деле. Пока до перемен, как до звезды. Очень далеко. А что вам делать с этим мужчиной? Потому что вы уже к нему прям охладели, я вижу. У вас уже такой момент вот нервный, да, что нужно определяться. Нужно разрывать эту связь, потому что веры в него уже нет. Что делать вам? Но если вы хотите прямо сейчас серьезных, правильных отношений, то, конечно, лучше расходиться. Если вы его любите и думаете, что еще можно что-то исправить, хотите дать ему шанс,
то тогда лучше сейчас действительно выдержать эту паузу. Эта пауза, она как горькая микстура, помогающая мужчине прийти в себя, хоть немножечко прийти в сознание и хоть что-то предпринимать и делать. Он учится, но учится очень медленно. Знаете, он у вас такой вот прям троечник мне идет, да, не двоечник, слава богу, но троечник. Поэтому тяжело вам с ним придется, тяжело. Даже если вы выйдете за него замуж, не особо сильно что-то поменяется. У мужчины внутри вот как неправильная программа мне идет, испорченная программа, может родовая программа, может опять же у него такой круг общения, где мужики такие, знаете, диктаторы, угнетатели женщин, своих женщин. И он на них смотрит и восхищается, считает, что это правильно. Ну, они так себя подают. Ну, дом все-таки, дом. Ждите, он скоро появится. Он появится, и он будет хвастаться какими-то, ну, типа мнимыми результатами. Это всего лишь проект, это всего лишь задумки. Это не конкретный результат. Но он будет подавать, что он уже это сделал, он уже этого добился. Не обманитесь, девочки, в мужчине. Я вижу, что этому мужчине нужна жесткая рука. Чем жестче, тем лучше. Но опять же, еще раз говорю, ученик. Он ученик, он у вас учится, вы его сгорбленную спину выпрямляете. Но учится он туго, да, на троечке учится. Поэтому еще предстоит огромная работа. То, что вы себя начали ценить в этих отношениях, это уже хорошо, это замечательно, так держать. Да, здоровый эгоизм, да даже и нездоровый, поможет ускорить процесс. Просто не нужно ему уступать и не нужно играть в эту роль, да, что ты типа мужик, ты сильный, ты главный, а я типа женщина при тебе. Нет, так нельзя. Человек абсолютно ведомый, и ему действительно нужен стержень. А стержень — это вы. То есть я вижу здесь отношения, где в отношениях женщина главная, а мужчина второстепенную роль занимает. То, что он там планирует, то, что он там решил по поводу вас, это все ерунда. Главное, что вы решите. Потому что в ваших руках его дальнейшая жизнь и судьба. Я вижу, что есть чувство у вас к нему, и вы его жалеете. Хотя, возможно, и не стоит. Возможно, вы и сами себя за это ругаете, что вы его жалеете, но ничего с собой поделать не можете. Да, он обаятельный, да, он симпатичный, да, есть в нем что-то хорошее, но его мало, да, это не компенсирует его недостатки характера. Его вот этот непонятный взбалмошный характер, его эгоизм и вот, как, знаете, балованный ребенок. Все мне, все для меня должно быть. А нормальная семья не может существовать на таких принципах. В нормальной семье каждый должен занимать свою роль. А у мужчины самая сложная роль, потому что он должен и защитить, и добыть, и обеспечить. Понимаете, еще и помочь. Вот. А если как бы он от этого далек, ну что, будете так всю жизнь на себе его таскать? Ну, как бы не резон. Не вижу в этом смысла для вас. Тем более еще я вижу, что тут не совсем все гладко в плане духа вашего рода. Вот оно, дерево ваше родовое вышло. Вы в этом дереве очень такая прям весомая ветка. На вас очень много надежд возлагается. И родные души хотели бы видеть с вами более достойного человека. То есть кого-то более взрослого, наверное. Ну, хотя бы ментально, да, взрослого. Но этот мужчина, он, ну, по здоровью мне идет крепкий, да, у него здоровье крепкое, хорошая генетика, а вот умственные способности, там, интеллектуальные немножко занижены. Ну, что есть, то есть, мои хорошие. Возможно, да, это ваше предназначение, вот таких вот несчастных людей спасать, им помогать. Начнете с малого, закончите великим. Но вы ведь тоже понимаете, что не просто так у вас эти отношения. Ну не просто так вы его выбрали, не просто так вы это все терпите. Хотя уже терпеть совершенно не хочется. Да, задумал он грандиозное и глобальное, но без вас он это не выполнит. Им нужно руководить, ему четко нужно говорить, что делать, когда делать, во сколько, в каком количестве. Прям, знаете, вот подробно. И да, держать руку на пульсе, потому что этот мужчина может еще и отлынивать. Он может там перепутать, спутать, неправильно истрактовать ту информацию, которую вы дали.
То есть за ним глаз да глаз нужен. Вот как ребенок балованный мне идет, такой прям несерьезный балованный ребенок. Тяжело, но он очень очаровательный, он умеет подкупить, он умеет втереться в доверие. Это его, да, талант, такой талант у него есть. Между вами сейчас рука, держащая меч. Надо принимать решения, и решение нужно принимать вам. Потому что этот мужчина, да, он может принять решение, но он его не выполнит, он не осилит, да, выполнение решения. Решение можете принять вы, это ваш кулак. Что решите, то и будет, то и будет. Если вы его оставите, ну, извините, он пропадет. Он попадет в плохие руки, либо вообще как-то вот по рукам пойдет. От женщины к женщине. И, ну, поумнее женщины будут им пользоваться, поглупее будут играть с ним в эту дурацкую игру. Но ничего хорошего его не ждет. А вот если вы его при себе оставите, ну, вы можете его подтянуть до определенного уровня, да, вытянуть из той грязи, в которой он находится, и немножечко прочистить ему мозги. Вот как помощник идеально, но как муж, ну, такое себе, не очень. Но опять же, мужья разные бывают, да, вот если там муж как подкаблучник, то да, зайдет. Ему такая роль вообще идеально подойдет. Ему надо говорить, что, когда, зачем, почему, от чего. А вот если на него надеяться, что он там будет зарабатывать, что он будет успешным, обеспечивать, защищать. Ну, защищать он еще может, да, потому что физически здоров, силен. Но добывать, скорее всего, нет. Да. Да, его решение – это доказать вам, что он чего-то стоит, но по факту у него и это не получится. Какую-то бурную деятельность он разводит и еще больше разведет, но результата я не вижу. Ничего он вам не докажет. В той же луже и останется. Решать только вам. Решать только вам. Вы знаете, даже вот в реализации его планов только вы можете помочь. Да? Только ваши советы могут ему помочь добиться того, что он хочет добиться для вас. Не знаю, где вы такого нашли мужчину. Ну да, он втерся вам в доверие, он обаятельный. Девочки, я хочу вас предупредить, что за вами очень хороший мужчина наблюдает. Мужчина, который успешный. Мужчина, у которого все везде четко по полочкам, очень педантичный. Этот мужчина имеет к вам интерес, и интерес достаточно далекоидущий. То есть, если вы с этим расходитесь, то у вас отношения с другим мужчиной начнутся. Почему? Этот другой мужчина за вами не ухаживает открыто сейчас, потому что видит, что вы в паре с другим. Ну, либо знает, что вы в паре с другим. Это вы должны знать. Возможно, вас сюда, на эту отсыпку, привели ангелы, да, духи вашего рода привели для того, чтобы открыть вам глаза. То есть одна вы не остаетесь. У вас вот новый кавалер. Причем то, что надо, кавалер. Решайте, решайте. Именно ваша рука держит меч. Это ваше решение. Вот как решите, так и будет. Понятно, что вам этого загаданного жалко, вы его жалеете. Но с другой стороны, а вас кто пожалеет? Нет, но если вы говорите, я сильная женщина, я привыкла, я буду таскать на себе, ну тогда да. Тогда да, тащите дальше. Он будет только рад. Ну а если вы говорите, что я хочу нормальных человеческих отношений, хочу счастья, хочу, чтобы обо мне заботились, чтобы меня любили, то это только с новым мужчиной, возможно. У вас новый мужчина, он буквально вот на пороге стоит, но не входит в дверь, потому что знает, что вы в других отношениях, либо ну, вот с другим мужчиной связаны. Как только он узнает, что вы свободны, а он точно узнает, потому что он следит за вашей жизнью, за вами следит, он сразу же начнет проявляться. Поэтому думайте, решайте. Не важно, что задумал ваш загаданный. Важно, что вы для себя решите, в какую жизнь себе выберете. У вас тут два варианта получается. Да? Уже знакомый вариант и совершенно новый вариант. Новый мужчина прям двоечку тащит. Сразу в обороты серьезные отношения, как полагается, подарки, ухаживание. Ну, такой прям, да, все в свои руки возьмет. А с этим, понимаете, вот таскать на себе, таскать за собой. Решайте, думайте, выбирайте. Но одна вы точно не останетесь. Я вижу, что вы в паре. Только с кем не могу понять. Вот этим загаданным, либо с новым мужчиной. Вам быть в паре.
так видят небеса. Они вас создали для того, чтобы вы были в паре. Ну что, мои милые, надеюсь, я вам помогла. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.